Я ее очень люблю. Это по жизни, наверное, моя подруга. Когда меня повели в музыкальную школу, мама привела, а навстречу мне выходит мужчина со скрипочкой. Это мой первый преподаватель. И вот он был со скрипочкой в руке. И как-то так он стал что-то наигрывать, и меня это очень сильно привлекло. Вот это звучание, вот это какое-то благородство. Вот тогда она как-то, мне показалось, что она просто вот мне как стрела вонзилась в мое сердце. И вот, мне кажется, она тогда вот поселилась там, и до сих пор вот она там живет. С тех пор я вот скрипку с рук не выпускаю. Родители мои очень музыкальные. Папа всегда пел, у него был очень такой бархатный баритон. А у мамы тоже был очень хороший голос, у нее колоратурная сопрано. И с детства мы всегда слышали песни. К сожалению, наверное, время было такое, что они с музыкой себя не могли связать, но воплотили, наверное, свою мечту в нас, в детях. Нас 4 детей, и мы все стали музыкантами. И вот наши родители, несмотря ни на что, на какие-то трудности в детстве, они приобретали нам инструменты, дали возможность нам выучиться. В 1099 году я приехала на родную землю, домой в Крым, и сразу же меня взяли на работу в Крымский инженерно-педагогический университет. И до сегодняшнего дня я здесь работаю. Это мой второй дом, это огромная семья, которую я люблю, которой я предана. Здесь я обучаю студентов. Здесь именно я начала свою преподавательскую и научную деятельность. Ну и вместе со студентами я, конечно, тоже расту и повышаю свой преподавательский уровень. Сомнений у меня никогда не было, потому что музыка – это моя жизнь, это мой смысл жизни, это мое хобби, это мой хлеб, в конце концов. И ни одного дня я не сомневалась в том, что я должна была быть скрипачкой. В 2003 году появилось мое детище. Это, может быть, моя, как я назову, вторая семья после моей семьи, которая домашняя. Это вот мой островок родных и близких людей. На то время это был первый состав скрипичного ансамбля «Сильсибиль». И то сразу мы его не назвали «Сильсибилем». В этом мне помог Сиран Оджа Усиинов. Когда мне нужна была помощь, я говорю, вот у меня девочки, ансамбль скрипачей, тогда не было студентов-ребят. И вот было человек, может быть, 6-7. Я, говорю, позвонила на кафедру крымско-татарского языка и литературы, и как раз вот Сиран Оджа мне и помог. И он стал мне перечислять разные названия красивые, там, ну, очень много перечислял. И когда вот он сказал «Сильсибиль», я почувствовала что-то, что в моем сердце просто, просто, знаете, перевернулось. Или же бывает вот такое, дыхание набираешь и не можешь выдохнуть. И я поняла вот эти вот мягкие, вот это ель, сель, биль. Мне вот что-то у меня такое ёкнуло. И когда еще я узнала, что перевод – это райский источник, источник жизни, я говорю, Сиран Оджа, Сагомас, все, есть. Я, говорю, приняла решение. И вот тогда я назвала ансамбль «Сильсибиль».
На сегодняшний день с удовольствием играю музыку Мирзия Халитовой. Кстати, и в репертуаре ансамбля есть, и в студенческом репертуаре. Эльвира Эмир, прекрасная музыка. Джемиля Карикова делаю переложение, у него есть произведение для фортепиано, сборник, но я сделала сама переложение. Также мы исполняем музыку Эдипа Асанова, Сервера Кокуры, Зуре Кадыевой. На сцене я им всегда говорю, вот вы должны выкладываться от и до. Вот я эту музыку, которую играю, я играю всей душой. Я ее пропускаю через себя и преподношу зрителю. Вот постарайтесь то же самое сделать. Не думайте ни о чем другом. Помните, что если вы сейчас играете, вот, например, то же самое произведение Александра Спендиарова, песня «Пляска Хайтарма». Песня, вы должны ее спеть, зритель должен с вами петь. Пляска, они должны с вами танцевать. Хайтарма, они должны так зажечься, что вот просто им хотелось жить. И плюс, вот я всегда это им говорю, вот ведите себя так на сцене, чтобы они просто влюбились в вас, но вы были недосягаемы. Я никогда не уеду из Крыма. Я это говорю с уверенностью. Для чего я такой путь прошла? Я приехала к себе на родину, и я куда-то уехать и продолжать там работать, я это не буду делать. Я это буду делать здесь, для своей семьи, для своей мамы, для своей дочки, для своих внуков. Я хочу, чтобы здесь все процветало. Моему творчеству, я считаю, что здесь ничего не мешает. Вот я как-то живу и вот мечтой. Ну, мечты я, конечно, не рассказываю никому, но вот как-то все время ставлю цель. И мне кажется, если вот нет цели в жизни, то ничего в жизни не может ничего получиться. Вот нужна какая-то все время определенная цель. И вот я только достигла эту цель, все, я удовлетворена, и опять ставлю перед собой определенную дальше цель какую-то. Семья – это очень огромная ценность. Семья – это островок родных и близких людей. Если тебя семья не поддерживает, то тогда все, что ты делаешь, в жизни не будет приносить радость. Семья у меня не очень большая. У меня одна дочка. Муж у меня Раметли, он тоже был музыкантом. Играл на симфоническом инструменте, фагот, духовой инструмент. Ну, его не стало 10 лет назад. Дочка у меня не музыкант, но очень талантливая. Айлен закончила наш университет. Она закончила факультет экономический. Но так как она вышла замуж в 21 год, у нее родились две дочечки. Это две мои самые любимые внучки, Рианочка и Фериде. Тоже очень талантливые девочки. Они занимаются танцами. Но, скажу честно, я очень хочу, чтобы они играли на скрипочках. Они вырастут, они сделают свой выбор. А на сегодняшний день, пока их надо направлять, они маленькие, они очень хорошие, ну и очень такие любящие жизнь, просто замечательные.